Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот основные темы. В настоящее время продолжается переподключение потребителей по резервной схеме. Энергоснабжение более 60% потребителей заречных районов республики восстановлено. Пик морозов прошел, но холодный арктический воздух продолжает определять холодную погоду на большей части территории Якутии. Какая погода ждет жителей республики на этой неделе? Как правило, их работа остается за кадром, но имеет не меньше значения. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают дознаватели МЧС. Разработано уникальное программное обеспечение, направленное на облегчение работы врачей и рентгенологов. Якутская компания «Сайберия» продолжает покорять новые вершины. Участники представили свои самостоятельные танцевальные номера. Дан старт проекту «Танцуй», который впервые проводится на телеканале «Якутия-24». Энергоснабжение более 60% потребителей заречных районов республики восстановлено. Ведутся аварийно-восстановительные работы, передает пресс-служба МЭС «Востока». По сообщению специалистов, в настоящее время энергетиками при участии МЭС «Востока» продолжается переподключение потребителей по резервной схеме. Ранее была подготовлена резервная схема по переподключению на территории подстанции «Майя». По решению «Якутскэнерго» задействован альтернативный вариант по созданию отпайки на соседнюю ЛЭП за территорией энергообъекта. Напомним, под ограничение электроснабжения попали потребители в Чурапчинском, Усть-Майском, Амгинском, Татинском и Тампонском районах в связи с аварией на линии электропередач. Причиной стало повреждение кабельной муфты на подстанции «Майя». Глава республики Айсан Николаев принял участие в совещании по подведению итогов работы в прошлом году по развитию Дальнего Востока и приоритетным задачам на текущий год. Глава подчеркнул, что экономический рост в регионе и поддержка федерального центра позволяют решать задачи в социальной сфере. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов с 2008 года. Это 72 объекта. В ходе мероприятия Айсан Николаев рассказал о ключевых экономических результатах республики в 2022 году. Экономика Якутии с 2019 года лидирует в ДФО по объему валового регионального продукта. Динамика есть, движение есть. Также глава провел рабочую встречу с государственным советником республики Вячеславом Штыровым. Особое внимание в ходе встречи было уделено промышленному развитию, в том числе горнодобывающей отрасли. Вячеслав Штыров высоко оценил динамичное развитие Эльгинского месторождения, на котором уже в январе этого года откроются 2 горно-обогатительные фабрики. Айсан Николаев акцентировал внимание на важности сопряжения промышленного и транспортного развития. Например, эффективной работе Эльгинского месторождения способствует увеличению пропускной способности железнодорожной ветки Элак-Эльга до 24 миллионов тонн в год. Еще один важный проект в данной сфере – строительство Тихоокеанской железной дороги к Охотскому морю с морским портом в Хабаровском крае. Прирост инвестиций в экономику Дальнего Востока в 2022 году составил 537 миллиардов рублей или 23%. Общий объем инвестиций по соглашениям составляет более 7 триллионов рублей. Введено более 500 предприятий в действии, из которых 140 заработали в 2022 году. Создано 108 тысяч рабочих мест, в том числе 14 тысяч рабочих мест в 2022. С 2015 года темпы роста частных инвестиций на ТОР значительно превышают темпы по бюджетным вложениям. С 2017 года общий бюджетный мультипликатор по дальневосточным ТОР выше целевого значения – 1 к 10. Сейчас резидентами ТОР вложено почти 2 триллиона рублей, государством – 66 миллиардов рублей. Правила выплаты аванса изменились в России. Теперь сумма зарплаты за первую половину месяца стала меньше. С недавнего времени законодательство обязывает работодателя взимать НДФЛ и с аванса, и заработной платы. По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма. Таким образом, общий расчет НДФЛ делится, однако в конечном итоге сумма заработной платы остается прежней. Невыплаченная разница причисляется к общей выплате.
Пик морозов прошел, но холодный арктический воздух в условиях антициклона продолжает определять холодную погоду на большей части территории Якутии. Сейчас на улицах густой туман, а у школьников продолжаются актированные дни. Какая погода ждет жителей республики на этой неделе и когда синоптики прогнозируют отступление холодов, узнала Светлана Амосова. Январь 2023 года начался с экстремально низких температур. Средняя температура воздуха на севере, северо-востоке и центре республики зафиксирована на 1,6 градусов ниже нормы. А в Аймеконском и Колымских районах аж на 7-10 градусов. Столица региона во власти плотного тумана находится уже третью неделю. Видимость на улице составляет всего 100 метров. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности не выходить из дома и быть максимально осторожными. Для школьников в холодную погоду от минус 42 с учетом ветра объявляют актированные дни. В будни о переносе занятий на дистанционный формат в школах уведомляют до 6:30 утра. Но в связи со штормовым предупреждением в Якутске для обучающихся с 1 по 8 классы 24 и 25 января объявляется актированный день. А для учащихся с 9 по 11 классы будет известно утром по актуальным метеоданным. В связи с объявлением штормового предупреждения Якутского ОГМС, Управление образования, а также муниципальное общеобразовательное учреждение города Якутска могут объявлять актированный день самостоятельно приказами образовательного учреждения. По прогнозам синоптиков, на текущей неделе морозы сохранятся до минус 50-55 градусов. Лишь местами в юго-западных районах и в низовьях Колымы и Индигирки в отдельные дни морозы ослабеют. Температура достигнет 30-35 градусов. Ну а в Якутске аномально холодная погода сохранится еще неделю. В ближайшие сутки, 24 января, преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура ночью 47-49, днем 44-46 градусов. 25 января слабый снег, туман, ветер слабый, температура ночью 47-49 в окрестностях до минус 50-52 градусов. Днем 45-47 градусов. Самый пик морозов в Якутии позади. Но несмотря на это, холодный арктический воздух в условиях антициклона продолжает определять холодную погоду на большей части территории республики. Светлана Амосова, Джулус Накентьев, Георгий Григорьев, Якутск. Якутские активисты за пределами республики поддерживают военнослужащих. Наши земляки, которые проживают в Санкт-Петербурге, организовали волонтерское движение. Сообщество было организовано в сентябре прошлого года. В данное время ряды волонтеров объединяют около 20 якутян. В основном в команде состоят матери и бабушки. Движение состоит из неравнодушных граждан, которые заинтересованы в судьбах других людей. Волонтеры поднимают боевой дух солдат в больницах, а также собирают средства для тех, кому нужна медицинская помощь. Ключевыми задачами сообщества являются забота о раненых в военных госпиталях, организация посещений, сбор и вручение госпитальных наборов, приготовление еды и психологическое сопровождение бойцов. Конечно, приносили сахас, оладушки, пирожки, супчики, уху. Ну, что-то такое домашнее, чтобы они поняли, что мы к ним с открытой душой, как мамы, как бабушки, немножко приводили в чувство, скажем так. Потом они уже расслаблялись, уже улыбались нам навстречу, уже как-то радовались, что мы к ним приходим, говорим, где по-якутски, где так, где сяк. Оперативно реагировать на любую позитивную инициативу республиканских и муниципальных органов власти и подхватывать любой призыв о помощи. Все это по силу волонтерам, людям, которым не безразличны проблемы и сложности других. О деятельности нерюнгринских волонтеров и добровольцев узнала наша съемочная группа. Корпус добровольцев Нерюнгринского района в этом году празднует свое десятилетие. И все эти годы идет непрерывная социально ориентированная деятельность совместно с социальными учреждениями и образовательными организациями Нерюнгринского района. Так, для оказания помощи нерюнгринцам, участвующим в специальной военной операции, а также их семьям, неравнодушными жителями, предпринимателями и организациями района было собрано более 7,5 миллионов рублей. Помимо того, что мы занимались гуманитарными миссиями по СВО, по вынужденным переселенцам, мы продолжали ту нашу работу, которая была начата уже достаточно давно. То есть мы помогаем с участием Управления социальной защиты, Управления культуры тем нуждающимся, которые проживают в нашем районе, которые действительно очень такое плачевное состояние. Это чаще всего маломобильные люди, это одинокие престарелые люди, которые нуждаются в различных формах поддержки, в том числе и в вещах.
Отдельно можно выделить вклад в добровольческое движение женских организаций Нерюнгринского района. За прошлые годы проведено множество различных благотворительных акций и мероприятий совместно с волонтерским движением. Женские организации Нерюнгринского района, это Совет женщин, местное отделение матерей России, ведут из года в год, и в этом году тоже, работу по информированию населения. То есть кому и какая благотворительная или добровольческая помощь нужна, в каком объеме. Ведут организационную работу по оказанию этой помощи. И немаловажно, мне кажется, ведут работу по формированию пула тех людей, которые готовы оказывать эту помощь именно как добровольцам, благотворительно. В этом году у нас в Нерюнгринском районе было большое количество погорельцев, большое количество вынужденных переселенцев. Это участники специальной военной операции и их семьи. И мы стараемся гибко подходить и мобильно подходить к решению этих задач. И как показывает многолетняя практика, жители Нерюнгринского района всегда активно отзываются на призывы о помощи и с удовольствием принимают посильное участие в самых разных мероприятиях. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии увеличат штат службы спасения. Новых сотрудников наберут в аэромобильный отряд специального назначения. Отряд из 21 сотрудника был создан в 2022 году по поручению главы Якутии Айсена Николаева в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Вновь набранные работники службы спасения привлекались на тушение ландшафтных пожаров и решение других оперативных задач. В этом году отряд специального назначения увеличивается на 30 человек и будет состоять, соответственно, из 51 сотрудника. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают дознаватели МЧС. Как правило, их работа остается за кадром, но имеет не меньше значения, чем непосредственная борьба с огнем на месте пожара. Узнать причины возгорания, чтобы такой случай не повторился вновь. Подробнее о празднике и работе дознавателей МЧС в следующем материале. Мы привыкли, что пожарные спасатели – это люди, которые один на один борются с огнем, спасая на пожарах жизни и имущество людей. Вне поля зрения остается менее заметная, но не менее важная работа дознавателей. На месте пожаров они выясняют его причины, чтобы в будущем были приняты меры по предотвращению трагедий. Дознавателями для качественного выполнения своих профессиональных обязанностей необходимо иметь юридическую базу, знать Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, правила противопожарного режима в Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов дознания. Уже 95 лет сотрудники органов дознания МЧС работают на ниве расследования причин пожаров. Право самостоятельного производства дознаний по делам о нарушениях противопожарных правил органам государственного пожарного надзора было предоставлено циркуляром НКВД РСФСР и Народного комиссариата юстиции РСФСР от 23 января 1928 года. Это было необходимо для обеспечения наиболее точного и всестороннего производства расследований пожаров. Ну, безусловно, органы дознания являются одним из эффективных подразделений МЧС России. Органы дознания МЧС Республики ежегодно рассматривают более 1000 сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, расследуют и направляют в суды уголовные дела. Самоотверженный труд тех, кто с честью и гордостью носит звание дознавателя, это не только имидж, но и кропотливая работа, направленная на выявление причин возгорания пожара и виновных лиц. Помимо проведения расследований, дознаватели раздают жителям памятки о пожарной безопасности, читают лекции в школах, встречаются с жителями многоквартирных деревянных домов, которые находятся в зоне риска, проводят беседы с руководителями предприятий, управ округов города, а также обходят объекты с проверками. По данным МЧС, за 2021 год в одном только Якутске зарегистрировано 819 пожаров, в которых погибло 24 человека и 11 получили травмы различной степени тяжести. Уже в 2022 году в столице региона отмечено 700 пожаров, которые послужили причиной гибели 12 человек и травмирования 17. По региону же в 2021 году произошло 2326 пожаров. В них погибли 96 и пострадали 81 человек. В прошлом году из-за 1954 пожаров погибли 67 и травмированы 80. Невооруженным взглядом можно увидеть сокращение числа пожаров. Это и есть один из главных критериев оценки работы дознавателей. Результат активной профилактической деятельности, которая является одной из основных задач сотрудников государственного пожарного надзора. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск.
Устойчивое развитие детства в Якутии – основа будущего. Республиканский форум педагогов с таким названием стартовал в Якутске. На пленарной сессии с докладами выступили гости из Москвы. Это победители российских конкурсов педагогов. Также прошел круглый стол. На форуме педагогическая общественность республики обсуждает ключевые вопросы устойчивого развития образования. Также в планах мастер-классы в детских садах Якутска. Их также проведут коллеги из Москвы. Кроме этого, в рамках форума стартовала и добрая акция «Тепло детских рук» в поддержку участников спецоперации. Дошколята своими руками сделают подарки и отправят их военнослужащим. Устойчивое развитие детства – это очень важная тема. Во всяком случае, ЮНЕСКО вы опередили по части экологизации детства. Я очень рада, что вот и в первый раз я смогла присутствовать и участвовать в этом форуме. И рада, что он проводится второй раз. Результаты проведения первого форума мы рассматривали на заседании Координационного совета Общественной палаты, которым руководит Винер Ирина Александровна. И вот сейчас, когда вернусь, тоже будет заседание. Якутская компания «Сайберия» продолжает покорять новые вершины. Напомним, что именно команда республиканских программистов разработала методы анализа медицинских изображений с помощью технологий искусственного интеллекта для быстрой и точной постановки диагноза при COVID-19 и инсультах. Детали узнавала Надежда Саханская. Молодой коллектив, современные технологии и разработка уникального программного обеспечения. Все это готова представить республиканская компания «Сайберия». Передовая система обрабатывает медицинские изображения и таким образом ускоряет процесс постановки диагноза, что в свою очередь выступает в качестве значительной поддержки специалистам сферы здравоохранения. Мы внедрили в больнице, Якутской городской больнице номер 3, и там активно пользуются нашей программой. И в период коронавирусной инфекции вот КТ-исследования происходили более быстрее, результат приходил быстрее, благодаря тому, что использовались наши разработки. Учитывая положительный опыт в использовании программы, данную практику было решено внедрить и в другие регионы России. И в рамках пилотирования, и в рамках продаж тоже. Например, Хакасия, Амурская область, Бурятия, Приморье. В 2022 году компания собрала опытный образец автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога полностью отечественного производства на процессоре «Эльбрус». Пилотный запуск провели в Якутской городской больнице номер 3. Здесь рабочее место врача-маммолога, здесь рабочее место для врача, анализирующего снимки компьютерной томографии. Также там есть рабочее место для рентгенолога, это общий рентген, кости и так далее, да, и рабочее место для просмотра снимков МРТ. Разумеется, компьютерное зрение и машинное обучение – большое подспорье для работников медицинской сферы. Тем не менее, все результаты, которые представляет собой такая инновационная разработка, далее обрабатываются специалистами. В данный момент в этом окне вьювера показаны 2 серии снимков, одна из которых обработана искусственным интеллектом. И здесь показывается объем вовлечения именно паренхимы, пораженной вирусной пневмонией. Таким образом, отечественные разработчики стремятся не только к созданию высококонкурентных продуктов, но и продолжают работу над совершенствованием уже существующих программ для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Комитет по молодежной и семейной политике Ленского района подвел итоги за 2022 год. В прошлом году комитет провел 150 мероприятий, в том числе 2 республиканского уровня. Дал более 1000 консультаций и оказал волонтерскую помощь более 2000 граждан. В прошлом году комитет взял на себя организацию пунктов сбора помощи для мобилизованных и параллельно занимался своей основной работой. В том числе проводили мероприятия в рамках Года матери. На мероприятии были отмечены и награждены некоторые матери, волонтеры, предприниматели и общественные организации. У комитета много планов и идей, и проектов в наступившем году. Теперь их реализовать будет проще, ведь появилось свое отдельное здание. Сегодня сюда были приглашены самые яркие люди и награждены различными
наградами как нашего муниципального уровня, так и республиканского уровня за их работу. Это наши некоммерческие организации, которые в этом году сумели принести в наш район порядка 2 миллионов рублей из республиканских и президентских грантов, конкурсных грантов. Далее были награждены почетным дипломом матери Ленского района, которые проявили себя не только как мама, хорошо воспитавшая ребенка, но еще и сумевшая реализовать себя в трудовой деятельности. Так как этот год был годом матери в Ленском районе, в республике была учреждена такая награда. В столице впервые пройдет первый этап Кубка России – Кубок главы Якутии по шахматам среди мужчин. Участие примут шахматисты не только из республики, но и других регионов. Целью проведения первого этапа Кубка России в Якутии является популяризация данного вида спорта в республике. В соревновании примут участие 5 лучших гроссмейстеров страны, которые также проведут мастер-классы для других участников турнира. 24 января пройдет торжественное открытие Кубка России Кубок главы Якутии. Первое. Это этап Кубка России. Шахматисты получают здесь зачетные очки, которые, так сказать, понадобятся уже в декабре месяце. Кстати, в Ханты-Мансийске будет финал. Вот. Всего, если мне память не изменяет, 14 или 15 кубков, я сейчас могу ошибиться. Вот. Но один из кубков проходит в Якутске. По итогам жеребьевки сборная Якутии сыграет в группе А в турнире по хоккею на вторых зимних международных играх «Дети Азии» в Кузбассе. Их соперниками станут команды Дальневосточного федерального округа, Кузбасса и Казахстана. Матчи стартуют 24 февраля. Участники разделены на 2 дивизиона – страны и регионы с развитым хоккеем и средним уровнем. Якутия попала в дивизион сильных команд и сыграет с лидерами. Отметим, что от Якутии по данному виду спорта планируется участие 22 юных спортсменов. Они сейчас проводят сборы и перед играми «Дети Азии» проведут ряд контрольных матчей. Хоккейный турнир пройдет в Новокузнецке. Дан старт проекту «Танцуй», который впервые проводится на телеканале «Якутия-24». Накануне 22 января во время прямого эфира участники под руководством своих партнеров-хореографов представили самостоятельные первые танцевальные номера. Подробнее Галина Чекорова. 9 участников разных возрастов и профессий в тандеме с профессиональными танцорами готовятся к самому первому и, само собой, волнительному выступлению в эфире. Символично, что в год труда участниками были выбраны работники трудовых коллективов. Так, одним из участников является начальник электрохозяйства службы главного энергетика предприятия «Водоканал» Алексей Гаизетдинов. Он отметил, что в последний раз занимался хореографией в детском саду. Но работая с профессиональным хореографом, участник проекта раскрыл в себе танцевальный талант. Я вот недавно уже начал вспоминать, обдумывать, как это произошло. И все-таки я пришел к такому, что у нас предприятие вот, жизнеобеспечения, поэтому у нас, чтобы вот эти аварии, да, надо быстро принимать решения и тому подобное. Поэтому, когда позвонил замдиректора и сказал «надо», просто слово «надо», значит «надо». И все, и я согласился, говорю, что такое танцы, ну ладно, пойду ногами подрыгаю. Да? Партнерша Алексея Ульяна Протопопова – профессиональный хореограф. Со своим напарником она нашла общий язык очень быстро. Ульяна отмечает, что несмотря на то, что у Алексея нет опыта в танце, он очень быстро всему учится. Подготовка у нас, во-первых, было совсем немного. Мы на этой неделе начали. Это получается 3 полных таких тренировок, да. И, Алексей очень такой позитивный, да, и поэтому не падать духом. Настрой только на победу, скажем так. Победителей проекта определяет профессиональное жюри. Но стоит отметить, что еще одна пара, набравшая наибольшее количество СМС-голосов, получит приз зрительских симпатий. По итогам первого эфира лидируют Артем Попов и Ирина Ри, набравшие 143 голоса. На втором месте идут Оксана Им и Александр Осипов со 122 голосами. Тройку замкнула пара Афанасия Давыдова и Эльвиры Петровой. За них отдали 89 голосов.
У нас учрежден еще приз зрительских симпатий. Так вот здесь, дорогие друзья, телезрители, именно от вас зависит, от вашей активности, кто же из этих пар получит этот приз. Голосовать можно будет каждый прямой эфир, начиная с 18 часов и до 3 минут после окончания танца последней пары. Вот за это время, дорогие телезрители, вы должны проголосовать за понравившуюся пару. И так будет каждый эфир вплоть до финала. Танцевальные баталии будут разворачиваться каждое воскресенье в эфире телеканала «Якутия-24» с 18:00 до 8 вечера. Напомним, что отдать свой голос можно, отправив СМС по короткому номеру 5533 с номером понравившейся пары. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.